Актер Брэд Питт в фильмах часто снимается в кожанке от фирмы Беустов. А вот наш соотечественник Филипп Киркоров в одежде от бренда Gucci. Даня Милохин в бомбере Ветмо. И таких брендов одежды сотни, но они не заменят народные костюмы. На ваших экранах цикл передач «Кто такие коми?». Коми – это финно-угорский народ, который живет в республике Коми и за ее пределами. Во второй половине 16 и в начале 17 веков коми помогли русским в объединении Сибири к российскому государству. Разговаривает коми народ на коми языке, причем в разных районах коми язык имеет свой диалект. Также у коми народа различная культура и традиции. Все зависит от района. Данный ролик о одежде Ударского района. Он расположен на северо-западе республики Коми, в бассейнах реки Мизень и Вашка. Тут одежду шили из привозных фабричных тканей, которые покупали на ярмарках за пушнину. Одна из самых известных ярмарок республики Коми проходила в селе Вашгард Ударского района. Российские и зарубежные купцы собирались в этом селе на несколько дней и торговали. Среди товаров были и различные ткани для пошива одежды. Поэтому мы отправились в Вашгард в надежде найти костюмы, которые шиты из старинных фабричных тканей. Наши поиски увенчались успехом. В Вашгардском музее мы увидели настоящий квад. Здесь материалы с лома меча, шелковый. Выцветите мада с кучем лома. Прямо жалко с чем. Это парча, что сейчас парчевый. Лента и состав из парчевый. Парча, пожалуй, самая завораживающая ткань. Она с узором, для создания которой используют шелк и металлические нити, золото, серебро и сплав этих металлов. Благодаря такому составу парча получается достаточно большого веса, относится к тяжелым тканям. Но несмотря на тяжесть, одежду из парчи продолжают носить. Например, верх праздничной рубахи покоми сос полностью шит из парчи, а низ покоми мыг или стан из простого домотканого холста. Особенность ударской рубахи в том, что на воротнике обязательно присутствуют две пуговицы. Коми были язычниками, они верили, что шею нужно оберегать от злых духов, поэтому на воротнике делали орнамент. В узорах в основном изображали солнце, шонди, крестовидные звезды. Даже есть изречение: «Чаще смотрите на звезды, там вся мудрость жизни». Орнаментами украшали полотенца. Очень любили вышивать символы, которые означали женское начало, так как в коми-деревнях был матриархат, ведь мужчины надолго уходили в тайгу на промысел. За главную в домашнем хозяйстве оставалась женщина. Девочки на Ударе с ранних лет пряли лен с помощью прялки, покоми печкана. Такой инструмент делали из корня сосны. В зависимости от возраста девушки определяли размер прялки. Вот, например, прялка для 5-летней девочки. Именно с такого возраста начинали готовить приданное для будущего мужа. Девочкам до замужества нужно было выткать 20 полотенец для родственников мужа и 40 поясков для дальних родственников. Таким образом, у ударских девочек не было детства. Правильно это или нет, судить вам. Но я расскажу о штофнике. Это вид сарафана, который шили из привозных тканей, таких как парча или бархат. Штофник был распространен в селах Ударского района, где протекает река Вашка, потому что именно на вашкинской стороне было удобно купить ткань на ранее упомянутой крещенской ярмарке. А мы поехали дальше. Туда, где течет река Мизень. Оказалось, что на мизенской стороне носили другой сарафан. Он назывался дубас. Дубасы шили из крашеного холста. Краили из 3 частей, вот здесь 3, и чтобы снизу расширить, сюда пришивали клинья, небольшие клинья. И вот получался такой сарафан. На коми языке сарафан – сарапан. Вот этот сарафан имеет целых 3 названия: кунтей, синюка, синяк. Он шит из грубого холста синего цвета. Раньше ткань для сарафана красили в синий с помощью черники. Праздничный вариант сарафана шили тоже из парчи. В таком наряде ударские девушки выходили замуж. А подобный костюм надевали на гуляния и вечерки, покоми рытпук. Мен сарапан ясты виджины сундукын. И мой кесе особенность вещтаны. Мен удураса вашкаса сарапан ясас. Мышкас виджедлы кымын складкаем. Бұл складка воли отладалысны. Выжес яртмасы кучайка кужравны материал. Выжес ее горджасны. Да пуктасны сундука. На мизене еще носили фартук, вытканный из льна. Повседневный фартук был простым, а нарядный обязательно с орнаментами и кружевами. Главным элементом костюма считался платок. Если женщина на людях появлялась без платка, ее сразу обзывали простоволосой девкой. Без платка позволялось ходить только девочкам до замужества.
Девушки, естественно, носили ленточки. Когда они выходили замуж, они надевали платки, шали, комин от, надевали платок. Ну, вот платки, конечно, у меня, я коллекционирую платки, у меня в деревне, в далекой. Вот, и так вот делали, вот так. Вот так делали. Дальше надевали, вот так. Надевали. И еще концы заправляли вот так. Вот, я, конечно, сейчас без зеркала, не знаю. Ну, вот так заправляли. Вот, и почему-то концы вот так выкладывали. Так носила платки моя мама. Заправлять концы платка было принято, видимо, чтобы они не мешались во время готовки еды. Свадебный головной убор удорских коми представлял собой парчевую повязку шириной до 25 см, которая застегивалась сзади на пуговицы. На голове она имела вид цилиндра без дна. Сзади к ней прикреплялись ленты и шелковые кисти. А теперь угадайте загадку. Днем круг, а ночью завиток. Что это такое? Правильно, это пояс. Покомии или вань. Кормортис ящас, съезе вещь, когда сулале мувилас. И меня нудораса ныбабалан. Костюма пыранышта. Чушьян, шелковый чушьян. Ассортимент мужской одежды на Удоре невелик. Нам, например, показали только рубашку-косоворотку. Ее покупали на крещенской ярмарке в Ашгарте. Мне вот понравились миниатюрные, ненаивные узоры на рубашке. Друзья, вот и подошел к концу ролик про удорскую одежду. В конце, как и всегда, прилагаю словарик коми-слов, которые прозвучали в ролике. Кому интересно, запишите. И от меня для вас небольшой бонус. Фольклорный ансамбль «Коптюжаночка» исполняют коми-народную песню. Ти далеко, птичик, дай коптичик, тин том дева, коптичик, тин том дева, дай том дева лен мічани, а том дева лен мічани, дай душа силен понінджі, душа силен понінджі, дай кыза силен веснінджі, дай кыза силен веснінджі, дай алей вір силен ворсе, алей вір силен ворсе, дай я згуляння іскужа, дай я згуляння іскужа, дай старик сає щетини, старик сає щетини, дай старик вала озлечи, дай старик вала озлечи, дай відра все кватітись, відра все кватітись, дай я чисвала медечі, дай я чисвала медечі, дай ваш я милою стесіс, ваш я милою стесіс, дай бердісни, дай бердісни, дай бердісни, дай бердісни, дай чойний чуш'ян киташіс, чойний чуш'ян киташіс, дай шаріпев'є кошаші, дай шаріпев'є кошаші, дай кігуксіє шибітіс, кігуксіє шибітіс, дай ой милая, милая, дай ой милая,
koşyan sıçmaz day sekminam şılım koşmaz. Сестры и братья, сестры и братья.